Я сейчас работаю в школе учителем физической культуры. Уже давно работаю. Ну, то есть и до начала специальной военной операции, и после работы? Да. У меня 3 сыновей. Жена тоже работает в школе. Что тебя сподвинуло пойти на специальную войну? Патриотизм. Не из-за денег, не за медалями, а просто из-за патриотизма. Смотри, вот когда общаешься с детьми, очень часто бывает, что они задают всякие разные вопросы. Что они после того, как ты приехал, начали тебя спрашивать? Ну, таких резких вопросов пока еще не задавали. Встреча была, там некоторые даже подходили, спасибо говорят. Да, есть такие ребята. Ну, таких резких слов пока еще нет. Ну, потихоньку, наверное, уже будут интересоваться все равно. Я сказал, что из-за патриотизма я поехал, и, как полагается, учебку проходили. Я туда приехал, но ощущения были, конечно, на войну попал, да? Но такие ощущения. Но я все равно как бы заранее себя настраивал. Не так тяжело было. И после 3 месяцев меня назначили командиром взвода. У нас была такая оборонительная задача. Со взводом заходили и выполняли боевые задачи, обороняли. Все бывало, прилеты, перестрелки, все бывало. Вот так. Стрелковый тоже? Да, конечно. Там каждую смену перестрелки бывает. Позывной боксер, почему боксер? Я боксом занимался. Ну, мастер спорта по боксу. Ну, всякое бывало, да. Ну, одно запомнилось. Мне приказали завести новичков в передок. И мы попали под обстрел. И там ощущение было, там в окопе лежать, под обстрелы попадать, и в открытой местности там ощущения совсем другие. У меня такое ощущение было, что, короче, не привыкать к обстрелам. Как бы так. Ну, в чистом поле это так, конечно. Да, но в открытой местности это уже другое, оказывается. У тебя медаль? Ну, эту медаль дали там на фронте Луганской Народной Республики. Ну, медаль называется «За отвагу». Ситуаций много бывает, и там командиры, смотря как там представления дают, по какой ситуации, ну, вот так далее. Мы же прикреплены войскам, и нами руководят те же военные. Министерство обороны. Да, Министерство обороны. И у нас, конечно, есть свой комбат, и через него нас все равно руководят эти же военные. Мы же тоже военные, присягу даем, все как положено. Приказы выполняем, вот так вот. А на войне без этого никак. Когда сошел с трапа самолета, первое, о чем ты подумал? Ну, счастье, радость, возвращение домой, встреча с семьей, особенно с младшим сыном. Счастлив, что живой вернулся, живой, здоровый. Это самое главное для бойца. Вот так вот. Видите, я учителем же работаю, да? Мобилизация началась, мы начали провожать своих учеников, да? Я классным руководителем работал, у меня со своих учеников тоже туда уехала в село. И начало у меня как бы, ну, наверное, у каждого мужчины есть такое, ну, как сказать-то, по-якутски, саяган, да, по-якутски. И жена догадывалась, короче, что я все равно когда-нибудь это ей скажу. Ну так, я перед фактом поставил, что все, я уезжаю туда. И мы как бы посидели, поговорили, и обещание дал, и как бы так. Она отпустила все-таки. У меня как бы работу сохранили. Я приехал, отдохнул чуть-чуть, и вот на работу вышел уже. Сейчас уже работаю. Уже постепенно, ну, как сказать, себя перехожу. Люди всякие бывают, да. Некоторые с трудом воспринимают там, да. Некоторые вообще спокойно как на работу ездят, да. Ну, я считаю, что они, такие люди, воины, настоящие воины, да. А некоторые вот
не могут выдержать, да, всякое бывает. Сюда приезжают, некоторые показывают там спокойно совсем. Они легко спят, кушают, также быстро адаптируются, да. Вот я их называю воинами. Ну, они как бы созданы, чтобы защищать. А вот некоторые очень с трудом. Там тоже трудно им адаптироваться, и здесь тоже очень трудно адаптироваться. Ну, наверное, настраиваться надо. Мужчина должен все удерживать, как бы, да. Не надо там пить, да, алкоголь и всякое там буянить. Все, некоторые, да, начинают, да. Это, я думаю, это слабость. Это мое мнение. Сильные люди должны все выдерживать и себя достойно показывать. Вот так вот.